Выборы в Абхазии почти всегда сопряжены с острой конкуренцией кандидатов, порой доходящих до конфликтов. В интересах государства обеспечить прозрачность выборной кампании на всех ее этапах, от выдвижения кандидатов до подсчета голосов. Выборы президента почти через год. Почему сейчас нужно об этом говорить? Все потому, что в законе о выборах президента есть множество пробелов, устранять которые нужно уже сегодня. Центральная избирательная комиссия Абхазии обратилась в парламент с инициативой внести изменения в конституционный закон о выборах президента. Главная поправка касается графы «против всех» в избирательном бюллетене. На президентских выборах 2019 года камнем преткновения стала именно эта графа, неоднозначная трактовка которой привела к искам против Центризбиркома и двум противоположным решениям Верховного суда. Президентские выборы заканчивались в первом туре. В первом туре против всех никто не указывал. Но нету бюллетеней, нету. В первом туре он выигрывал с большим отрывом, вопросов не возникало. Второго тура голосования не было, никто не возвращался к 19-й, никаких вопросов не возникало ни у кого. Когда человек видит, что он с большим отрывом проиграл, что там судиться? Он проиграл и проиграл. Сейчас эти какие-то тонкости искать, он проиграл. Он это понимает, там копаться каких-то тонкостей. А когда разрыв очень маленький, тут соблазн возникает у любого оспорить. Вы понимаете? И на каждом неровной, вот такой неровной поверхности мы ищем какую-то такую вот зацепку для того, чтобы дать толчок вот, противоречию, столкновению, спору и так далее. Что и случилось на последних выборах? Да, то и произошло. И говорят, а почему раньше так не было? Так не было, потому что не было второго тура. Приходит нам значит, представитель президента по правам человека и настаивает на том во втором туре. Во втором именно, уже ко второму-то настаивает на том, что надо внести пункт против всех, что это нарушение прав человека, что мы не учитываем права тех граждан, которые против всех, что мы не указываем и так далее, и так далее, и так далее. С одной стороны, ссылаясь на 18-ю статью о протоколе, то есть о деталях самого, мы своим решением, на свой страх и риск, решением Центральной избирательной принимаем такое решение и включаем во второй тур, тем более, что всего два кандидата. Ну, думаем, один с отрывом выиграет, да, и никаких проблем опять не будет. Но при этом мы направляем запрос и в Верховный суд, и парламент, и в Конституционный суд, и везде, кому только могли. Всем говорим, ребята, вот видите здесь, что происходит. Я на брифинге после первого тура, мне, по-моему, кто-то из журналистов, не могу ошибиться, задал вопрос, как будете подсчитывать голоса во втором туре? Против всех. Вы и против конкретного кандидата будут объединяться или это отдельные вещи? Это было за 2 недели до предстоящих новых выборов, нового голосования. Понимаете? И, естественно, мы сразу начали бить в набат. Говорить о том, что вот надо это привести в порядок, иначе у нас возникнут противоречия. Сразу же пришло письмо, сначала просто письмо пришло от одной из структур, поддерживающих одного из кандидатов, которая настаивала, что именно так и никак иначе вы не смотрите, даже не вздумайте против всех это все приплюсовывать, иначе мы здесь будем там очень сильно с этим воевать. Потом мы пригласили другую структуру, уже сами по своей инициативе. А вы как думаете? Вот смотрите, видите письмо? Они считают так. Эти считают, вы как считаете? Они говорят, вы ЦИК, вы принимаете решение. Да, мы ЦИК, мы можем принять решение, которое вы завтра оспорите, и ни один суд не сможет потом принять решение правильное. Парламент не имеет права трактовать законы. То есть они не смогли бы все равно какого-то юридически выверенного решения предоставить Центральной избирательной комиссии. Правом толкования парламент не наделен уже несколько лет. То есть ранее был, ну это один из созывов парламента, когда создали Конституционный суд, насколько мне память не изменяет, да, от парламента право трактовки, соответственно, убрали, но трактует Конституционный суд только Конституцию. И, соответственно, получилось, что законы, конституционный закон у нас сегодня не может в стране трактовать никто. Кто должен трактовать, это тоже большой вопрос. Вот представим себе, да, вот у нас сегодня 7-й созыв, вот, мы приняли какой-либо законопроект. Ну, прошло наше время, 8-й созыв пришел, появилась необходимость трактовать закон. То есть, да, 8-й созыв, ну, если говорить, да, они не в курсе того, чем руководствовались мы, какие идеи были у 7-го созыва, да, и они могут не понимать, что закладывал законодатель 7-го созыва в тот или иной законопроект. Понимаете? И насколько депутаты могут отнестись
к вопросу именно с правовой точки зрения, да, а не с политической, да, вот, ну, все это так надо обдумывать. Или, может быть, Конституционный суд, да, может его наделить, может быть, Верховный суд, то есть много на самом деле здесь вопросов, на которые необходимо дать ответы, чтобы не ошибиться. ЦИК предлагает, в случае, если графа против всех в первом туре набирает простое большинство, второй тур не проводить, как прописано в действующем законе, а назначить новые. На расширенном заседании парламентского комитета по государственно-правовой политике все эти предложения обсудили. В первом туре графа против всех на президентских выборах. Если лидирующая позиция занимает графа против всех, то есть первое место, то сегодня в законе прописано, что мы должны проводить второй тур с двумя кандидатами, которые набрали наиболее количество голосов по отношению к другим. Мы предлагаем, если все-таки графа против всех набирает первое место, не проводить второй тур, так как граждане, волеизъявление которых было обозначено в бюллетене в виде голосования в графе против всех, их волеизъявление должно быть услышано. Вот, поэтому, если такое произойдет, чтобы в законе было прописано, что мы не имеем права проводить второй тур. Другое дело, что если кандидат набирает первое место, мы же по принципу, кто набрал большинство, должны проводить второй тур. Если кандидат набирает первое место, а графа против всех набирает второе место, вот, тогда, конечно, проводить по кандидату, который набрал более всех простым большинством, мы должны будем провести повторное голосование второго тура. Но с графой против всех это имеется в виду, когда более одного кандидата там, да? То есть не против всех, а за против. Если один кандидат остается, мы предлагаем внести изменения, чтобы один кандидат и было такое понятие в бюллетене за против, как на референдуме. Чтобы была альтернатива у тех, кто был против всех, так как они набирают лидирующие позиции, да? Вот, чтобы их голос тоже был учтен во втором туре, чтобы у них была альтернатива, чтобы тот один, который остался, чтобы не было так, чтобы он набирает просто явку там, да, и он выигрывает, но чтобы было за и против. Если у нас в первом туре получится, что кандидат против всех, назовем его так, да, и он набрал первое место, ну, мне кажется, это логично, что, наверное, все эти люди, да, они пользуются авторитетом, наверное, небольшим, и поэтому выборы надо переносить и новые кандидаты. Единственное, конечно, надо признать, что, ну, бывает всякое, да, и если, допустим, вот гипотетически будем рассуждать, да, если кандидат против всех набрал 47%, да, и какой-либо из кандидатов других набрал 46%, да, ну, насколько это справедливо по отношению к нему? То есть, да, если любой из кандидатов, который набирает 46% в первом туре, он как минимум претендует на то, чтобы действительно участвовать и в повторных выборах тоже. Порог явки – это минимальный процент граждан, которые должны прийти на выборы и проголосовать. В первом туре выборы признаются состоявшимися при 50% явке избирателей. По мнению председателя ЦИК, порог явки во втором туре нужно увеличить с 25 до 35%. Важнейшие политические вопросы должны происходить с участием большего количества граждан. Кандидаты, которые претендуют на пост главы государства, они избираются всей страной, и хотя бы, чтобы 1/3 присутствовала на выборах, мы вот предложили на 10% увеличить порог явки. Что касается мировой практики, некоторые страны, наоборот, порог явки убирают, но учитывая, что у нас актуальность к выборам она повышенная, я считаю, что это имеет место быть для того, чтобы все-таки закрепить это на законодательном уровне. На мой взгляд, немножко дискуссионная тема. Я говорю здесь не столько о своих аргументах, а, наверное, в целом вообще о депутатском корпусе. Но кто-то считает, что 25 вполне достаточно.
Опять же, это не касается выборов президента, я больше говорю даже о своем личном опыте. Так получилось, что когда я баллотировался в своем округе, я баллотировался один. Да, у меня была такая ситуация, что самой главной задачей, наверное, у меня было просто собрать людей на самом деле, чтобы люди пришли и проголосовали. Ну, хотя в практике нашей неизвестны случаи, когда на выборы президента пришло менее 35%, да, обычно всегда за 50%. Но насколько это нужно, ну, время покажет, в результате обсуждений придем к какому-то выводу. Еще одна поправка от ЦИКа. Необходимо сократить сроки обжалования и рассмотрения итогов выборов, так как суд должен принять решение до инаугурации избранного президента. Те решения, которые Центральная избирательная комиссия принимает, конечно, их кандидаты могут обжаловать, но мы должны понимать, что после того, как выборы заканчиваются, срок, который есть у избранного президента для инаугурации, он определен конституционным законом. И сроки обжалования и рассмотрения в Верховном суде на решение ЦИК, на наш взгляд, они должны быть ограничены временем до инаугурации президента. Потому что разбирательство после инаугурации приводит к тому, что президент, который приносит присягу, с этого дня он имеет право приступать, он обязан приступать к своим полномочиям. И он подписывает различные указы, распоряжения, законы, которые парламент ему передает на подписание. И если судом будет установлено, что он незаконно был избран, тогда все эти указы и законы, которые он подписывает, они не имеют юридической силы, они незаконные получаются. Поэтому мы коллегиально решили предложить парламенту, учитывая, что мы законодательной инициативой не обладаем, предложить парламенту о том, чтобы сроки обжалования и рассмотрения в Верховном суде, чтобы они были обозначены до инаугурации избранного президента. Это вот что касается обжалования в Верховный суд. Ситуация 2019 года, да, то есть прошла инаугурация, и потом уже только уже после повторного, уже после обжалования, да, было принято решение о том, что выборы на самом деле не состоялись. А что делать с назначенными людьми, да? Что делать с назначенными людьми, что делать с указами, что делать с законами, которые подписал президент. То есть создается такой большой ворох проблем юридического характера, и непонятно на самом деле, как из этого выходить, и споры возникают о правомочности того или иного решения. Поэтому в этом плане решили вернуть старую редакцию, когда рассматривается единожды Верховным судом, для того, чтобы ко времени инаугурации все вопросы должны быть сняты. Впрочем, проблем немало и с другими статьями закона, говорит Томас Гогия. Однажды ЦИК взял на себя ответственность. В результате на Центр избирком подали в суд. Закон надо полностью менять. Все другое – латание дыр, убежден Томас Гогия. Сложно проводить выборы по закону, который написан на основе российского закона о выборах президента 1994 года. Ныне существующий закон – это аналог закона Российской Федерации 1994 года, который был переработан, но за это время Российская Федерация уже, по-моему, трижды, если не больше, полностью заменила свое выборное законодательство. Мало того, я вам скажу, каждая новая, даже последняя редакция законодательства Российской Федерации, выборное законодательство, на очень огромное количество поправок уже в ходе практико-применительной деятельности, огромное количество поправок было внесено. То есть адаптация в любом случае должна происходить. Несмотря на то, что это новый, или там сделан заново, или в корне заменен. Да? Здесь мы не ставим вопрос о том, что надо что-то в корне там, и так далее менять. Но я считаю, что если мы так или иначе с Российской Федерацией являемся стратегическими партнерами, это наш ближайший стратегический партнер, у нас экономические, политические связи очень глубокие, да, законодательство не должно расходиться настолько так далеко, да, ну и тем более, что это ничего нового я не скажу, если скажу, что мы берем за основу действующее, апробированное, понимаете, не надо
значит, наступать на одни и те же грабли, да, или изобретать колесо, если оно уже изобретено. Правильно? Надо переработать в рамках нашего законодательства, в рамках наших каких-то с нашей специфики, которая существует, и действовать уже с учетом тех ошибок, которые были. На мой взгляд, все-таки надо идти именно, пусть так это и прозвучит, но по этому пути латанию дыр. Мы увидели болячки, мы увидели больные места, слабые места, да, и мы должны исправлять их для того, чтобы сделать какой-то выверенный закон уже со временем. Знаете, там Конституция США, там, да, сколько поправок там за все эти, то есть надо дорабатывать. Я не сторонник того, чтобы какой-то новый закон о выборах мы сейчас принимали, учитывая, что Центральная избирательная комиссия, да, это такое профильная, скажем так, организация, которая специалистов, которые занимаются этими вопросами. Мне кажется, все-таки, наверное, им необходимо прежде всего разрабатывать данные проекты. С учетом своего опыта и ошибок прошлый созыв ЦИКа подготовил пакет поправок в выборное законодательство и направил в парламент. Предложения требуют экспертного обсуждения и оценки. Времени на это не так много. Есть перечень вопросов, которые мы официально направляли в парламент. Это порядка 21 замечания по пунктам каждой из статей, которые вступали в противоречие не только закона о выборах, но и нашего, значит, административного законодательства. Мы направляем, потому что как следствие в административном кодексе тоже существует противоречие. Мы направили и туда, хотя при том, что они обладают таким правом, судебная власть, законодательной инициативой, но никто не пошевелился. Знаете, какой был аргумент? Да, если материал попадет, мы будем рассматривать, а если мы примем какое-то решение, вы в любом случае вы руководствуетесь конституционным законом, а конституционный закон имеет верховенство даже над законом, по которому они принимали решение. И вы же выиграете. Но зачем доводить до суда? Да? Если надо изменить. Есть в административном праве есть статьи нарушений, предусмотренных в административном, по которым у нас вообще в законодательстве ничего не сказано. Понимаете? Есть прямая переписка российского законодательства, да, там, о территориальных избирательных каких-то комиссиях и так далее. Маразм переписан с ошибками, и он до сих пор существует там. Придя новому составу, было проще в самом начале поднять этот вопрос и всем пакетом переработать. Создать определенную комиссию из всех заинтересованных структур. А кто у нас? Это политические партии, это общественные организации, это и парламент наш, и администрация президента. Если это было там в 6-м созыве, в 5-м созыве, вполне возможно, просто сейчас его уже на руках нету, и не надо как бы ждать, можно прислать еще раз. То есть для того, чтобы мы проводили работу дальше. На прошлых выборах уперлись в статью 19 о повторном голосовании. Тогда пришлось испытать все прелести и несовершенства в законе. В какую статью упремся на следующих, никто не знает, предупреждает Амазгогия. Внести ясность в выборное законодательство необходимо. Как пример, в 16 статье закона о выборах президента, где расписано содержание избирательного бюллетеня, даже не упоминается графа «против всех». В 17 статье и в последующих статьях говорится об этом пункте. Нынешний состав Центральной избирательной комиссии, вы знаете, довольно-таки опытный, неопытный, как вам сказать, профессиональных людей очень много там. Им все эти проблемы известны, и они все это прекрасно понимают. И сам факт, что они опять же возвращаются к данной проблеме, мы что же начинали не сразу со всего закона, чтобы его изменить, поменять и так далее. Но когда мы уткнулись сначала в одну, потом дальше смотрим, повезло, проскочили эту проблему, просто повезло. Потом повезло, проскочили другую, повезло третью, а потом бах и уперлись где-то. И мы думаем, что это самая большая. Нет, мы просто в нее уперлись. Сейчас пытаемся этот камень с дороги убрать, но мы не говорим о том, что мы проскочили другие валуны. В межвыборный период в ЦИКе ведется рутинная работа, в том числе по обновлению списков избирателей. Сложности возникают, когда родственники не своевременно регистрируют или вовсе не регистрируют факт смерти члена семьи, говорит Дмитрий Маршан.
По поводу обновления базы данных избирателей мы обращаемся в Министерство внутренних дел, которое ведет учет по всей республике, учет совершеннолетних граждан, потому что право голоса имеет гражданин, которого уже достиг 18-летнего возраста, то есть совершеннолетия. И нам каждые 3 месяца присылают новую базу данных, и мы обновляем списки. С совершеннолетними не так сложно их учет ввести, потому что все-таки это единая база по всей республике. Другое дело, что проблема, я как вижу, со списками умерших. Дело в том, что когда те или иные граждане они умирают, то родственники должны брать справку в органах, в подразделении Министерства юстиции, чтобы им выдали свидетельство о смерти. Вот. И когда родственники, родные, близкие не обращаются, то по звонку мы вычеркивать того или иного гражданина не можем. Мы обращаемся в Министерство юстиции, и Министерство юстиции нам выдает список тех, кому они в свое время выдали через свои подразделения свидетельство о смерти. И только по этим спискам мы можем обновлять базу данных. Вот. И если этих свидетельств нет в базе данных Министерства юстиции, то мы на свое усмотрение их удалять из базы не можем. Мы разговаривали с депутатами для того, чтобы у нас сегодня была возможность эти списки обновлять таким образом, чтобы по представлению глав администрации городов и районов, чтобы мы по факту, если у них есть такая возможность выявить лиц, которые уже умерли, да, чтобы уже юридически оформить факт смерти, чтобы они посодействовали тому, чтобы это все было юридически оформлено, и уже Министерство юстиции нам будет выдавать обновленный список. Вот. И тогда мы можем их в базе данных, конечно, все данные исправлять. Другое дело, что были некоторые случаи, когда по звонкам, это единичные случаи были, но по звонкам, когда со списка убирали, а человек на самом деле он без вести пропавший был, потом появляется и говорит, что я в принципе живой, почему меня нет в списке. Ну тогда такие лица попадают в доп. Список. Вот. В дополнительных списках им по месту прописки мы обязаны им предоставить возможность проголосовать. Без знания государственного языка претендента на пост президента Абхазии не зарегистрируют. Был прецедент, когда по этой причине кандидат сошел с дистанции. Тут важно понимать, условия проведения экзаменов принимают члены лингвистической комиссии из числа ученых. Центральная избирательная комиссия уполномочена обращаться в комитет по языковой политике. Можно и в АБНИ, и в АГУ обращаться. Ну, по практике в основном обращаются в комитет по языковой политике. Ну и в Абхазский государственный университет. И комитет, и университет, они предоставляют список тех, кого они хотели бы видеть в комиссии. Вот. Дальше уже из этих лиц, которых нам предоставляют, комиссия решает примерно в пределах 5 человек, утверждает этот список. Вот. И уже правила, по которым они будут принимать экзамен, уже решает сама комиссия, которая уполномочена дальше принимать экзамен на владение государственным языком. Кстати, по поводу экзамена хотел бы отметить, что предыдущий состав парламента практически на последних сессиях мы уже проводили выборы в 2022 году, парламентские выборы. То есть на эти парламентские выборы эти поправки, которые они внесли на предпоследней сессии, мы уже ими пользоваться не могли, потому что они на парламентские выборы внесли такие поправки, где кандидаты в депутаты обязаны сдавать экзамен на владение
государственным абхазским языком и на владение русского языка, и чтобы они имели высшее образование. Вот эти поправки, они перед тем, как у них срок заканчивался, они эти поправки в закон внесли. И они вступают в силу в 2027 году. Мы сколько раз там нарушали, вы знаете? Что Ну, нарушено? скажем, вот в законе прописано, что по положению прописано о том, что проходит лингвистическая комиссия независимая, она приходит, она в Центральной избирательной комиссии, она проводит, выясняет, выявляет, определяет порядок, все правильно. И каждый раз, хоть и 10 раз иди, ты 10 раз должен сдавать. Но мы же приняли решение, что раз он сдавал кто-то уже, мы знаем, что он знает, и теперь не надо. Мы же отошли от той нормы, отошли. В силу политических обстоятельств. А по такому вопросу в 2004 году у нас была очень сильная проблема по этому же вопросу. Чтобы попасть в избирательный бюллетень, кандидату на высший государственный пост нужно представить в ЦИК свою биографию, декларацию о доходах, обязательно справки из наркологического и психдиспансера. В случае сомнений, как ЦИК проверяет достоверность сведений. Мы имеем право обращаться в налоговые органы, мы имеем право обращаться в Национальный банк, вот, для того, чтобы те или иные сомнения мы могли подтвердить, они обоснованы или нет. Что касается того, что если подтверждается это, факт нарушения, да, то есть если те данные, которые нам представляют те или иные кандидаты, они расходятся с реальными делами, да, то мы имеем право отказать им в регистрации. А если мы их зарегистрировали, то мы имеем право обратиться в Верховный суд, и Верховный суд аннулирует эту регистрацию. На прошлых выборах депутатских 2022 года мы обращались по некоторым лицам, мы обращались дополнительно в психдиспансер и в наркодиспансер для того, чтобы эти справки все-таки, они подлинные или нет, уточнить. Вот. Но по тем критериям, по которым они судят, никаких отклонений ни у кого не были. Там же тоже комиссия проверяет. По этой части, опять же, вот вы подняли тот же вопрос проблематику нашего законодательства, где ничего не прописано. Понимаете? Мы же не задаем этот вопрос никому. Вроде безболезненная такая тема, да, вот человек там написал чего-то, а как я его проверю? Как? Кому обращаться? Где это написано? Специализированные органы? Ну, кому? Обращаемся в МВД, они говорят, мы располагаем сведения об имуществе. Что, декларацию кто-то заполняет? А если заполняет, кто ее проверяет? Кто-то ее проверяет, он ее должен нам дать справочку, что да, декларация дана и так далее. Мы тогда должны кого-то заподозрить, отправить, они нам должны представление написать, что у нас нет таких сведений. Где у него за рубежом имущество? Кто нам даст такую информацию, если он сам добровольно ее не даст? Или мы каким образом с Российской Федерацией должны взаимодействовать, чтобы они нам его подноготную, допустим, у нас двойное гражданство у людей, и имущество находится и на той стороне тоже огромное количество. Есть у нас какие-то такие вот законодательные или общегосударственные нормативные документы, которые каким-то образом регулируют этот вопрос? Нет. Почему я говорю, что, знаете, вот латание дыр, это всего лишь латание дыр, это снятие сиюминутной проблемы. Нам кажется, что мы вот сейчас вот этот вопрос решим, и у нас проблем не будет. Нет, каждым выбором, каждым предстоящим выбором парламент начинает вносить какие-то поправки. И зачастую одна поправка противоречит другой. Вот резко принимались поправки и в 2016 году, когда поправка принесла свою проблему. Кандидаты с погашенной судимостью могут идти на выборы. Это прописано в законе. Но ничего не сказано, можно ли допускать к регистрации тех, кто отбывал сроки по тяжким уголовным статьям. Есть о чем задуматься. Мы сталкивались в 2022 году с такими кандидатами, которые претендовали на пост депутата Народного собрания с судимостью, но у них она была погашена, поэтому мы не имели права им отказывать в регистрации. Поэтому в законе прописано, что если эта судимость погашена, то для них это не препятствие. Вот. Мое личное мнение, особо тяжкие преступления, по которым те или иные лица отбывали в свое время наказание и были осуждены, таких лиц допускать к выборному процессу на пост главы государства или на пост депутата парламента
то я считаю, что их допускать нельзя. У тех, как минимум, у тех, у кого были тяжкие преступления, по которым судом было установлено, что они виновные. Пока Абхазии недоступны современные способы голосования через электронную систему, онлайн-голосование. Но установить систему видеонаблюдения за работой на всех участках государству вполне по силам, на что и рассчитывают члены ЦИК. Самое главное, чтобы мы путем наблюдателей, доверенных лиц от кандидатов, чтобы та система, которая у нас сегодня есть, чтобы мы максимально смогли сделать прозрачной. И мы сейчас ведем переговоры для того, чтобы на участках и на округах, чтобы были установлены камеры. Вот. И если это по всей республике мы сможем воплотить, и чтобы это было единым правилом, то это, конечно, и для Центральной избирательной комиссии, и для всех заинтересованных в чистых выборах, да, я думаю, что это была бы большой, скажем так, поддержкой для нас и возможностью, чтобы, если вдруг какие-то будут жалобы, чтобы мы могли это все на камеры установить. Когда говорят об видеонаблюдении на участках, ну, вы понимаете, когда вы способны сделать видеонаблюдение на всех участках, без исключения, тогда повод для скандала может быть и не быть, хотя это не есть факт. У нас просили у входа поставить человека с камерой, чтобы он весь день снимал, кто пришел на выборы. О чем это говорит? Значит, они прошлись по всем этим избирателям, требуют, чтобы он явился, а по каким-то причинам, если он не явился, они должны убедиться, был он там или нет. В чем интерес его? Это право граждан быть там или не быть, голосовать, прийти на выборы или нет. Нет, один из кандидатов требует, вот я поставлю камеру у входа, я же не мешаю, я же не внутри, говорит, а вот тут у входа, и будет человек, специально нанятый человек, будет снимать всех, кто туда заходит. То есть это тоже должно быть прописано в законе? Ну, конечно, оно должно быть определено, или это можно, или этого нельзя. Голосование за рубежом нужно отменить. Такое предложение поступило в парламентский комитет по государственно-правовой политике от депутата Резу Зантария. Главный аргумент – в выборах должен принимать участие информированный гражданин. Проживая за пределами страны, не всегда удается получать объективные сведения о внутриполитической ситуации. Тема целесообразности голосования за пределами Абхазии не нова. На прошлых президентских выборах ее тоже поднимали. Мы маленькая страна, а количество голосующих достаточно мало. И на президентские выборы решает не только там 1000 человек и 2000, а решает один голос, который легко можно манипулировать вправо и влево. Я говорю то, что за 30 лет мы увидели. И общество желает следующее. Хотелось бы, чтобы принимали активное участие все, кто живет этой политикой. Да? Абхазская политика находится внутри страны и живут всеми теми проблемами, плюсами, которые сегодня общество достигает. И если мы говорим, зачастую обсуждают, что те люди, которые сегодня пытаются за пределами страны голосовать за наши действия, оказалось их, как мнение, да, немало бывают, они, да, граждане нашей страны. Welcome, приезжайте, голосуйте, будьте участниками политической жизни. Но если они по 5-6 лет не приезжают в Абхазию, и их это, вы прекрасно знаете, о чем я говорю, и население, наверное, меня поймут и не будут на меня обижаться, что есть люди, которые не приезжают, и их немало. Я говорил, даже один голос решает, и что даже некоторые даже имущества не имеют, но являются гражданами. И для них абсолютно без разницы, за кого они будут голосовать. Услышали красивые слова, красивые это, или их кто-то попросит, проголосуйте, они так реагируют на это. Но нам нужен избиратель, который голосует от души, искренне. Вот как я сказал, быть активным участником политической жизни, который дальше он тоже будет нести ответственность за выбор того или иного депутата. Так хотелось бы подобрать. И этот закон не означает, что моя инициатива будет принята. Она, скорее всего, будет как-то корректироваться или хотя бы даже просто будет озвучена, уже даст возможность другим задуматься, надо, не надо, и что такой вопрос хотя бы встал.
Вот я бы хотел это показать сегодня обществу, что не обязательно я там фанатично к этому отношусь. Я хочу поделиться своим мнением с другими общественными и посмотреть, какова будет реакция. Может быть, я абсолютно прав, а может быть, я еще не совсем абсолютно прав, и общество к этому не готово. Резу Зантари убежден, его предложение не должно обидеть многочисленную диаспору в Турции. Все желающие принять участие в выборах могут приехать и сделать это в Абхазии. В Турции только даже правом голоса не решен. Может приехать, проголосовать, может приехать в течение какого-то времени, периода, да, взять открепительный талон и понимая, что вот-вот начнутся выборы, и не ограничено. Он должен только приехать, осознанно сделать выбор. Нам нужны люди, которые осознанно, справедливо будут приходить на выборы и голосовать за руководство страны. Это важный процесс, который нужно сегодня. Я повторяюсь, это мнение, которое не надо обсуждать, прав, неправ. А тут мнения могут быть разные, но доминировать и побеждать должно большинство. Если большинство мнений будут против, то, конечно, это не носит никакой характер обиды. На то она и демократия. Выборы, которые проходят в Москве, все-таки наша диаспора московская, она более вовлечена во внутреннюю жизнь Абхазии. Они знают нюансы, которые тут происходят, как-то они отслеживают очень тщательно, подробно, я уверена. Вот тоже это как бы не ущемляет ли их права? Нет, ничьи права здесь не ущемляются. Москва не так далеко находится, чтобы прилететь, приехать, проголосовать. Там в течение месяца вся наша диаспора, все, кто активно принимает участие в нашей жизни, они все приезжают, уезжают, все находятся здесь, их дети. Я не вижу. Вопрос для обсуждения, на то я и выношу его на парламент, что это не значит, что моя инициатива абсолютно будет там принята. Я соглашусь с теми, что если убедят меня, что там нужно оставить хотя бы пока в Москве, ну давайте попробуем в Москве. Ведь это же затратно все. Ведь деньги тоже большое значение имеют. Это же не просто так. Это затрат на проведение агитационных работ и поехать туда. Те кандидаты, которые будут выступать президентские, они должны поехать в Москву. Приехать в Москву там, за один раз собрать всю диаспору невозможно. Да? То есть голос должен дойти до каждого. Это как-то все усложняет другие поездки и не носит такой вот абсолютный характер. В основе всех законов, касающихся выборов, должны быть гарантии избирательных прав граждан, уверен Томас Гоге. Все это тоже должно быть четко прописано. Это огромный закон, который определяет ваши с нами права участия в выборах. Что нам делать, если нас обижают, если нам не дают такую возможность? Вот вы лежите в больнице городской. Условно, я лежу, не вы. Дай Бог вам здоровья, живите долго и не болейте. Вот я, гражданин Республики Абхазия, обладающий правом голоса, да, избирательным правом, законным избирательным правом. Я хочу им воспользоваться, я хочу участвовать в выборах президента. Но оказалось так, что я попал в стационарную больницу. И мне говорят, ты голосовать не можешь. Почему? Потому что ты прописан, скажем, в другом регионе, лежишь вот в Сухумской больнице. Открепительный талон? Нет. Никакой, это без прописки получают. Открепительный. А я прописан в городе Творчал, скажем. Лежу в городе Сухум. Ну, голосовать мне не дают. Туда придут люди с избирательным урном. Это для тех граждан, которые живут рядом с этой больницей и прописаны в пределах этого округа. Понятно? То есть он лежит в этой больнице, но и живет там рядышком недалеко. Он может проголосовать. А я лежу на соседней койке и не могу встать. Но хочу проголосовать. Мне не дают. Вот мои права, где нарушают. У нас выборное законодательство не идеальное. Да, и много пробелов, много проблем, которые порождают эти пробелы. И двигаться в этом направлении необходимо. Много еще нужно будет что менять. Сейчас получается, что вот эти же идеи, они по сути касаются президентских выборов, которые у нас, можно сказать, уже на носу. Но у нас будет много других проблем. Это касается и выборов депутатов Народного собрания, и много вопросов, касающихся вопросов технического характера, которые еще здесь не прописаны. И вот предложение Томаса Гоге, наверное, и к ним стоит вернуться. Сейчас, когда этот проект нам попадет, я думаю, у нас будет возможность ко второму чтению внести некоторые поправки, которые позволят решить и ряд других проблем, которые есть в выборном законодательстве, и подойти к выборам более подготовленными. Выборы в Абхазии больше, чем просто выборы. Внимание к ним общества всегда чрезвычайное. Без поправок в выборное законодательство есть риск в очередной раз попасть в водоворот предвыборной турбулентности.